Добрый день, Сергей. Будьте добры, немножко расскажите, пожалуйста, о себе для наших зрителей. Добрый день. Мне будет тяжело говорить по-русски, потому что в Украине мы говорим украинскую мовою, и если где-то я буду думать и переводить в своей голове украинские слова на русский, я сразу у наших слушателей прошу прощения, что язык русский будет такой не очень хороший. Конечно, на любом языке, как вам удобно. Конечно. И я православный священник. В этом году будет 30 лет, как я в священном сане. Мое служение начиналось с города Сум. Это Сумская область. Э, Я служил в селах Сумской области, в городе Сумы. Потом мое служение было в Польской православной церкви в городе Вроцлав. После службы священнического служения в Польше я служил в Херсонской области. И в 2014 году, когда началась российско-украинская агрессия, война, я был священником Московского патриархата Украинской православной церкви. Вместе со своим приходом, прихожанами, это более 1000 человек, в городе Херсоне мы перешли в Киевский патриархат. А С началом войны я добровольно пошел капелланом Вооруженные силы Украины. И в Киевском патриархате я возглавил синодальное управление социального служения, благотворительности, помощи беженцам, потому что в 2014 года у нас было большое количество переселенцев, беженцев с Донецкой и Луганской области, с Крыма. И церковь стояла перед таким вызовом новым именно помощи, потому что люди зашли в церковь как последней инстанции за помощью. И сейчас я являюсь главой такой организации, которая называется «Элиос Украина». Это 16 представительств в областях Украины. Мы занимаемся эвакуацией, гуманитарной помощью. Есть культурные проекты, проекты образования для священников в социальной работе. Такая, скажем, миссия церкви, как помощи людям, которые оказались в беде. И сейчас я также являюсь и военным священником, капелланом в Вооруженных силах Украины. Сергей, будьте добры, позвольте обратиться к вам буквально за помощью, за консультацией, я бы сказал. Дело в том, что вот у нас в Литве здесь литовская разведка каждый год выпускает публичный открытый доклад. И в очередном, вот недавно вышедшем, наша разведка литовская, она уделила заметное внимание Веленской епархии. Это вот буквально организация Русской Православной Церкви здесь, в Литве. Внимание как к инструменту влияния России за ее пределами, вне, собственно, России. Я сейчас подглядываю, когда разговариваю с вами, потому что смотрю на первоисточники, на тот же самый доклад и на некоторые другие документы. Вот, я обращаюсь к вам как к украинскому священнику, военному капеллану, потому что ваша страна прошла все-таки опыт, когда у вас в Украине действовала церковная организация России, вот, а этот опыт тянется в Литве, здесь, продолжается и даже затянулся, на мой взгляд, субъективный. Вот. И, кроме того, наша здесь ситуация, она впрямую касается украинских беженцев войны. Впрямую просто совершенно. Вот. В самом сокровенном их начале, что ли. Ну вот, открываем официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви в разделе «Организации». И в разделе «Организации» этой самой Русской Православной Церкви есть такая Веленская епархия. По своему описанию на этом официальном сайте она полностью совпадает с тем, что здесь в Вильнюсе называется Веленско-Литовская епархия, Литовская Православная Церковь. Вот такая вот Литовская Православная Церковь. Валерий Федорович Васильев, закончивший Московский институт международных отношений, на официальном сайте РПЦ, Российской Православной Церкви, называется Иннокентий, митрополит Веленский и Литовский.
Он носит государственные награды России, орден почета, орден дружбы народов. И в Вильнюсе Валерий Федорович Васильев предстает также Иннокентий, митрополит Веленский и Литовский. Он в Москве, там, в РПЦ, член собора РПЦ, член межсоборного присутствия РПЦ. Вот, судя по всем этим совпадениям, это одна и та же организация, один и тот же руководитель. Совершенно одни и те же параметры. Но ее представители здесь, в Литве, вот этой вот епархии Веленской, утверждают, нет, это не так. Связь, принадлежность есть, но только каноническая, как они говорят. Мы не русская, мы литовская православная церковь, говорят в Веленской епархии. Я бы хотел, может быть, с вашей помощью попытаться назвать вещи своими именами. Вот объясните, пожалуйста, как, на ваш опытный взгляд, понимать такое двуличие церковной организации? Что это за церковь такая, вот, у которой каноническая связь с иностранной, где-то далеко находящейся, тем не менее она утверждает, что она совершенно местная, национальная, я бы сказал, так сказать, вот, церковная организация. Я бы вначале бы дал просто такой, Андрей, ну что происходит вообще в целом, да, ситуация Да. в мире. Русская церковь всегда гордилась тем, что Советский Союз развалился, а институция церковная осталась в странах бывшего Советского Союза или Варшавского договора, ну, влияние как институция, которая представляет, ну, Российскую Федерацию как наследницу Советского Союза, Российской империи. И церковь давно стала еще за времен Иосифа Сталина таким политическим инструментом. Инструментом разведки, влияния, гибридного влияния, мягкой силы. И если есть прекрасный сайт такой Libertas Fidei в Литве зарегистрированный, и если вы зайдете на него, вы увидите множество таких подборок, где сегодня фактов, зарегистрированных фактов участия русской церкви, русской православной церкви в шпионаже в Швеции, Финляндии, Угорщине, Словакии, в Украине, как инструмент пропаганды, потому что мы знаем, что Russia Today, телевизионные каналы, они закрыты, они находятся под санкциями. Поэтому религиозная организация Русская Православная Церковь не может быть закрыта, потому что это религиозная организация. Это очень такая удобная манипуляция со стороны отдела российской пропаганды для влияния на европейские страны, где демократические законы и свобода религии. И поэтому, скажем, тут такая пастка, украинское слово, ну, такой капкан, да, для законодательства европейского, с одной стороны. Что касается Украины, Украина боролась за независимую церковь с момента провозглашения независимого государства Украины с 1991 года, практически 30 лет. И у нас до сих пор еще остается Российская Православная Церковь в Украине. Она имеет название Украинская Православная Церковь. Точка. И несмотря на то, что идет постепенный переход приходов, священников, все равно Россия максимально цепляется за эту структуру, потому что это единственное внутреннее влияние в Украине, особенно во время войны. Что касается Литвы, вы правильно сказали, что это правильно называется архиескопия, Виленская епархия. Если мы заходим на сайт Русской Православной Церкви, мы видим, что Виленская епархия – это часть Русской Православной Церкви.
это даже не автономная церковь, она не стоит в разделе автономная или самоуправляемая. Епископ назначается патриархом Кириллом там, и так далее. И это часть русской церкви. Э, Когда появилась русская церковь в Литве, хороший вопрос и исторический контекст. Я думаю, что людям нужно объяснять, потому что как раз россияне не любят об этом говорить, потому что русская церковь появилась в Литве после раздела Речи Посполитой, когда было ликвидировано Литовское княжество в конце XVIII века. А до этого это были территории Константинопольского патриархата, потом пришла уния, но православные братства и приходы, они все равно оставались. И когда пришла Россия, оккупировала Литовское княжество, э, переименовывались храмы, они перестраивались, убирались таблички. Но такой пример вам просто проведу. Церковь Святого Николая, которая построена гетманом князем Острожским в честь победы над Москвой, Московским царством в битве при Орше, она больше как бы в российских исторических данных, как церковь построена оккупантом, генералом-губернатором Муравьевым, который уничтожал и культуру литовскую, и насаждал российский язык, и церковь выступала как раз инструментом здесь. И, конечно, в свободном демократическом государстве нужно маскировать свое название, маскировать слово «русский», потому что сегодня слово «русский» и «российский» это знак равенства: агрессия, оккупант, тот, кто уничтожает там, и так далее. Поэтому русская церковь называть сегодня не модно. Поэтому они называют в Литве себе Литовской православной церковью. Хотя, ну, давайте пофантазируем. Если бы Россия была демократической, свободной, если бы там все было хорошо, конечно же, они бы себя бы называли Русской Православной Церкви, потому что это было бы модно. А сейчас это не модно. И поэтому, чтобы остаться в Литве, они вынуждены себя всячески переназывать, там, ну, говорить, выдумывать себе там разные титулы. Второй аспект канонического права. Если бы на территории Литвы была автономная литовская церковь, самоуправляемая и так далее, Вселенский патриархат не открыл бы экзархат Литовской православной церкви из тех священников, которые вышли из Московского патриархата, из русской церкви в Литве. Это 7 прекрасных священников. Сейчас возглавляет эту церковь священник Виталий Моцкус. И они находятся, скажем, в таком материальном положении, в таком плачевном, я бы сказал, потому что они буквально молятся, я бы сказал, на улице. Они не имеют своих храмов, их приютили другие религиозные организации Литвы, открытые, проявили такой братский, человеческий и христианский поступок для них. И этого было бы невозможно, если бы на территории Литвы была каноническая структура самостоятельная. А поскольку русская церковь незаконно находится на территории литовского государства в каноническом праве, Вселенский патриарх свободно открыл экзархат Вселенского патриарха для литовской церкви, возродил, так скажем, да, то, что было еще основано несколько сотен лет назад. И это были земли Константинопольского патриархата. И сейчас процесс в Литве следующий, что есть литовская церковь каноническая, и есть церковь русская, которая продолжает духовно оккупировать Литву и заниматься пропагандистской, недуховной деятельностью. Сергей, вот позвольте мне процитировать обращение Совета Веленской епархии РПЦ. Я буду только так говорить, потому что все-таки опираюсь на официальный документ Московской патриархии. Согласно церковным правилам, православные общины пребывают в духовном единстве со всей полнотой православной церкви через своего канонического епископа и патриарха.
Патриарх там известно где. Он сидит в Москве. Поименовение патриарха за богослужением является частью религиозного обряда. И каноническая принадлежность не имеет отношения к политике, является частью многовековой церковной традиции и религиозной идентичности верующих. Я сейчас буквально процитировал. И вот вопрос у меня лично. Если их патриарх поддерживает войну, благословляет войну и обязывает, заставляет всех своих нижестоящих, так сказать, сотрудников, священников, там, в России, я имею в виду, делать то же самое. Так вот, как можно осуждать войну, а здесь они утверждают, что осуждают, Веленские, я имею в виду, вот, епархии, то есть массовое убийство, причем решительно осуждать, как они выражаются. В духовном единстве, тем не менее, пребывают с другим убийцей. Оставаться частью всей этой машины под названием РПЦ, поддержавшей нападение на Украину и войну, поддерживающей массовое убийство. Как можно вот это вот сочетать? Каноническое единство, так сказать, с тем началием, единоначалием, так сказать, с тем патриархом, и одновременно осуждать войну. Здесь, на мой взгляд, просто какое-то явное совершенно двуличие и раздвоение происходит. Давайте поэтому, по вашей цитате, первое я бы хотел обратить внимание на слово «со всей полнотой Вселенской Церкви». В июле, если я не ошибаюсь, в Литву приедет Вселенский Патриарх Варфоломей. Он представляет всю полноту Вселенской Православной Церкви. И если они пребывают в полноте, тогда они должны встречать Вселенского Патриарха, пустить его в свои храмы, вместе молиться вместе со священниками Литовского Экзархата, молиться со священниками, которые приехали из Украины и окормляют наших беженцев из Украины, дать доступ к нашим прихожанам и священникам совместного богослужения. Мы видим, что этого не происходит. Что касается второго, что они осуждают войну, я не видел ни одного документа, где они осуждают, войну осуждают все сегодня, но они не называют агрессора агрессором, не называют, кто воюет, они не называют, что Российская Федерация агрессор, они не называют Путина агрессором, не осуждают патриарха Кирилла, который назвал эту войну священной и сакрализировал эту войну. Поэтому, скажем, такие общие слова, они ничего не значат. То, что они принадлежат Российской Церкви, понятно, они принадлежат, и в церковном праве, в понимании экклесии как церкви, как общего организма, если вы в составе церкви, даже молитвенном, вы несете ответственность за также и действия своего иерарха. Потому что то, что делает глава церкви, и если вы просто находитесь вместе с ним, вы также ответственны за его действия. Вы находитесь в единении и в общении. И если сегодня российские священники освящают оружие, благословляют убивать украинцев, которые уничтожают, российская армия, которая уничтожает сегодня храмы, убивает православных священников, они имеют прямое участие как члены этой организации. Вот такой короткий ответ вам. Организация РПЦ в Литве, вот эта самая Веленская епархия, я намеренно говорю организация РПЦ в Литве, потому что так они числятся на сайте Московской Патриархии. Вот эта организация последовательно зазывает украинских беженцев войны к себе. И создала даже специальный приход и отдельно именно для украинцев ведет службы прямо в своей главной резиденции, в Духовом монастыре. Прямо там это все и делается. И для меня лично это все выглядит как совершенно сознательная подмена. И причем в самой сокровенной части жизни людей, в религиозной жизни. Как
во всей этой ситуации украинским беженцам, украинским верующим, православным христианам быть? Кому доверять? Посоветуйте, пожалуйста, практически, то есть вот так вот, так сказать, на земле, как совершить верный выбор, как разобраться. Ну, знаете, есть опыт Второй мировой войны, когда евреев увозили в концентрационные лагеря, и я часто бываю в городе Люблин, Республика Польша, где есть такой национальный музей, концлагерь Майданок. И вот когда туда везли евреев, им говорили, что их везут в очень хорошие условия, что они там едут попадут в свою среду, где начнут новую жизнь. И до самого пункта, где у них уже отбирали все вещи, брили наголо, отбирали там золото, там, ну, все, что у них было драгоценное, разделяли детей. Въезд в концтабор был сделан из роз. Кусты роз, было, ну, все красиво. И вот эта дорога смерти, в принципе, ее называли аллея роз. Прикрывать свои преступления за границей, их же надо как-то оправдывать. Поэтому набирать и приглашать к себе украинцев под разным предлогом, чтобы потом их использовать в политических целях в демократических свободных странах на сегодняшний день, это главная задача главного разведывательного управления России, Российской Федерации, их отдела пропаганды, чтобы на международном уровне, там, в европейских институциях показывать: смотрите, вот мы помогаем украинцам, мы заботимся, наша церковь вне войны. А буквально через 600 километров продолжать ну, делать свои дела. И это такая, знаете, ну, прикрытие украинскими беженцами очень, ну, для меня непорядочное пользоваться человеческим горем, играть на религиозных чувствах. Ведь и священник, который привезен из Харькова, я не помню его имени, он сам священник Московского патриархата. И э, понятно, что полностью они, ну, таким образом они, вот здесь они показывают, что вот они хорошие, и там нет. Это, ну, типичная такая идеология, прием российской пропаганды, когда они находятся на разных встречах в ООН или например, там на разных там комиссиях, заседаниях они показывают, что они выступают за свободу, за мир, и они там бедные, несчастные, а никогда они не покажут, как они зверствуют на территории Украины. То, что сейчас вы говорите, и то, что я цитировал, это вообще все можно назвать одним словом, на мой взгляд. Оборотни. Просто чистой воды оборотни. Это, в общем, не журналистский сейчас поступок говорить так, но человечески это так, на мой взгляд. Спасибо вам большое. Да, Спасибо. вам спасибо. Спасибо. Да, и с наступающими праздниками. Христос воскрес. Слава Украине! Героям слава.